марафон. Бұл енді суға дем салынады, просто несін көресіздер, действиясын көресіздер. Некоторые могут почувствовать, некоторые не могут почувствовать. Андай бревнолар болады ғой, нелер, қатып қалғандар. Я сейчас прохожу марафон, ощущения мощные, энергии больше стало. Куда бы ни пошла, везде в легкости, да. Марафон өтіп, тазарынып алғаннан кейін қандай іс бастасаңыз да, сіздің жолыңыз ашық болады. Врачқа барсаңыз, самый лучший врач вас встретит, сделает вам зубы, да, там, чистку какую-то там. Терапевтқа барсаңыз, білікті маманға барасыз, бухгалтерға барсаңыз, вам будут встречаться такие люди, которые вам нужны. Ана, мысалы, енді қазір очередь деген жоқ қой, енді без очереди пропустить, там, место уступить, вот такие лайфхаки, там очень много плюшек марафона. После марафона вы себя чувствуете счастливым человеком. В душе появляется умиротворение, у вас появляется доверие к мирозданию. Вы начинаете себя чувствовать значимым. Это у кого? Нету, ну, кто в состоянии жертвы, кто... самооценкасы низкий адамдардың өздері өзінің болмысын, өзінің рухын, өзінің личность екенін сезе бастайды. Суставтары ауырған, ана жолы қаншада 70-75-тегі әже кіріп, бір марафонда суставтары қатты ауырған, марафоннан кейін жеңілдеп қалдым деп жазған. Енді осындай результаттар өте көп. У кого-то печень, у кого-то почки, кейбіреулер желчный пузырьдағы тастары жоғалып кетіп жатады, таба алмай қалады марафоннан кейін. Комплиментами одаривают, приятные события происходят. Ой, Айдон, алғыс за такой отзыв. Күшті. Енді марафонның құдіреті осындай. Марафонның сеансын кезінде аруақтарымды шақырамын, рухтарыңызбен байланыстырамын. Өздеріңіздің аруақтарыңыз келіп, енді подсказка береді. Сізге именно қазір қандай ем қажет, қандай тазарту қажет, сол өздеріңіздің аруақтарыңыз арқылы менің аруақтарым, киелерім сіздерді тазалайды, емдейді. Жолдары ашылып, күйеуге шығып жатқан қыздар көп, үйленіп жатқан жігіттер бар. Мысалы үшін енді қыз таба алмай 50-ге дейін жүретін адамдар бар ғой. Солар жоламан, ем-шипа болсын. Сондай нелер бар, енді результаттар бар. Кому-то дарят квартиру, там, машина. Мысалы үшін әйелі марафон өтсе, күйеуі машина алып береді. Сосын квартирада жүргендер, квартира алып жатқандар да көп, үйлі болып жатқандар. Осылай жолы ашылады марафонда. Осы парақшадан көрсеңіздер болады. Результат деген көп, отзыв деген көп. YouTube канал, все старые за 4 года отзывы есть в Инстаграме. Инстаграмда, мына уже менің 3-ші ма 4-ші тиктогым, постоянно блокқа кететін нәрсе, Жаки Мәкелерді айтып отырғаннан кейін, менің страницаларым қанша мың адам болса да, сол неге апелляция не подлежит деп блокқа кетіп жатыр. Мынау жаңадан ашылған нәрсе, 5000 адам. 5000 адам деп ойламаңыздар, менде бұндай 15000 подписчик болған тиктоктарым бәрі блокта жатыр. Сол үшін енді халық емшісімін, халық таңдаған емшімін, бақсымын, қара бақсымын, жындармен де жұмыс істеймін, аруақтармен де жұмыс істеймін. Мынандай медалім бар. Ұмытып қалам қандай екен. Сала жетістігі үшін. Сала жетістігі үшін. У всех, да? Қатып жатыр. Еңбек жетістіктері үшін. Міне. Міне. Кендірбаева Әсем деп жазылып тұр. Мынау медаль. Мынандай орденім бар. Орден. Сала игілігі. Ой құдай. Міне. Пешатымен бар. Печать бәрі бар ішінде. Так что мен аспаннан түскен бақсы емеспін. Артында тұрған дипломдарды көрдіңіздер ме? 24-ші жылдан бастап марапат алып жатырмын. Москвадан да, Алматыдан да, Астанадан да неше түрлі марапаттарым бар. Целитель мира, целитель года, лидер года деген андай дипломдарым жетеді. Кім береді? Беретін организациялар бар ғой. Кім береді? Барайын деп пе едің? Кім береді бұны деді? Международная ассоциация целителей. Международная ассоциация целителей. Так, марафон стоит 130 тысяч тенге. Марафон стоит 130 тысяч тенге, 40 сеансов чистки и лечение. Лечение есть только на марафоне. Есть разовые чистки, очень много тематических чисток. Сосуды, кости, от сущности, от приворотов, от магии, от сихр. Неше түрлі бар. ДНК чистка есть. Есть чистка онкозаболеваний. Профилактика и чистка онкозаболеваний. 30 тысяч тенге стоит. Все чистки от 30 до 70 тысяч тенге. Есть практика выпрямления позвоночника. 200 тенге, $200. Так грубо. У меня тоже очень много иностранцев проходят. И работаю со всем миром, со всей планетой. И с Европы обращаются, и с Америки. Они ко мне не приходят. Это все онлайн делается. Здравствуйте. Добрый вечер, Гузель. Как у вас дела? Да, все хорошо. Какие у вас результаты? Расскажите.
Вот у меня результаты, я нашла квартиру, прям возле работы находится. Я вот, Ага. смотрите, интересная деталь. Я вот когда вот всегда проходила мимо работы или проезжала мимо работы, я думала, вот найти бы квартиру вот возле работы, ну, или жить бы Мгм. поблизости к работе, вот так правильно. И получается, вот я была на марафоне же, последний марафон я его забрала, я его прошла, получается. Ну, мне через пару дней хозяйка написала, что придется съезжать. Ну, как вы знаете, я писала вам, я расстроилась из-за этого, да. Но Да. потом я нашла в объявлении вот эту квартиру, и она, получается, прям вот 6 минут до работы. Мгм. И плюс еще можно вот то, что я люблю, это побольше поспать. Вот это вот мне нравится, да. И вечером вот можно выходить. Просто я об этом раньше думала, я еще была, знаете, как удивлена тому, что я нашла. Это, знаете, вот как будто бы это вот такой, знаете, идеальный вариант, что это возле работы. Я думала об этом. Я не думала, что это может сбыться, ну, что это может получиться вот так вот. И это получилось, вот, знаете, как спонтанно. Я увидела объявление, сразу позвонила, списалась, и на следующий день вот встретилась с хозяйкой квартиры, и, получается, в этот же день заселилась. Нравится квартира? Да, нравится. Почистила? Так, нет еще, вот я сегодня хотела чистить, но я, получается... Суды әлі ішпейсіздер, суды қойып қойыңыздар. Мелкие пузырьки должны появиться. Тоқтай тұрыңыздар, әлі ішпейсіздер. Отыра тұрсаңыздар, куда вы торопитесь? Ага, айта беріңіз. И смотрите, получается, вот после марафонов я заметила, что я вот стала такая более чувствительная к энергии. Я начала вот это замечать, и вот это последнее время вот я сюда, может, это то, что я к месту привыкаю или что-то еще, но бывает такое, что я долго уснуть не могу. Ага. И вот вы мне говорили, надо шары взрывать. Я, получается, вот представляла, взрывала шары, и я увидела, как, когда закрывала глаза, увидела какую-то сущность. Угу. Какая-то сущность была. Еще я видела до этого женщину наполовину вот безликую. Это вот эти сущности. Я их просто как бы за глаза закрываешь, и они сразу как будто появляются перед глазами. Ну, Да. ну вот, я заметила вот результаты марафонов. Вот, я стала более чувствительной, и самое главное, вот это сознание расширяется, ты становишься осознаннее и воспринимаешь любую проблему так, чтобы не начинать психовать, плакать. Вот, ну, потом уже ты понимаешь, что не нужно, значит, так оно нужно было. Ты уже анализируешь, думаешь и приходишь к тому выводу, что так нужно было, и это нужно принять спокойно внутри себя. Вот. Ну, как бы вот начинаешь мыслить, и попадаются такие вот даже интересные статьи в ТикТоке. Пространство вот само как бы дает ответы. У меня было такое, я задаю вопрос на что-то, и пространство как будто бы дает ответы, или же они приходят как в голове. И ты такой, ага, понятно все. Ну вот, как-то так. Я вот, когда мне сказали съезжать с той квартиры, я вот говорила уже, да, я вот думала, почему так. И мне такое в голове, мне аж как будто бы вот, как бы так время пришло. Вот. Я такая, понятно, все понятно, время пришло, значит, все хорошо. Значит, вот смотрите, я вот так думаю, да, значит, так оно нужно было. Потому что я бы не оказалась здесь. Это, получается, я нашла эту квартиру, вот я вот сколько думала, вот бы жить возле работы, ну, чтобы ни рано не вставать, вот так вот, как я не люблю обычно. А вот просто вот эта вот мысль, она, знаете, я вот об этом долго думала раньше. И оно, получается, совершилось это. И я, да, знаете, вот как будто не предполагала, что оно сбудется. Видимо, на марафоне так решили. Типа, ты хотела, вот тебе на. Вот. Да. А ты так расстроилась, когда тебя выгнали из квартиры, там сын захотел жить, да? Помнищ, я тебе сказала, все, что не делается, все к лучшему, ищи другую квартиру. Вот. Я расстроилась, конечно, потому что я там уже привыкла. И самое такое, знаете, что вывозить вещи, вот это вот я не любила. Не люблю. Тут пишет, какой кассиет. Ну, как ясное чувствование усилилось, да, и открылся как бы третий глаз, я могу закрытыми глазами вот такое, бывало такое, что я сущности видела. Вот даже недавно было так. Что еще хотела сказать? Что я еще хотела сказать, точно. Забыла почему-то. Ну вот, все, что мы думаем, все, что мы хотим на марафоне, оно как бы Ар-Лохтар подталкивает, и оно сбывается. Даже вот пример с моей мамой. Мама вот, она работала раньше до 6. Она вот думала, вот хотела, чтобы ее, ей немножко смену сократили до 5. Ну вот, и ей предложили, говорят, давайте работать до 5, потому что, как по ее словам, там было, делать нечего уже. Что там задерживаться-то? И вот, оно все сбывается потихоньку. Ар-Лохтары, они направляют. И мне вот, помню, в прошлом году пришел такой инсайт на то, что я красивая, то, что не нужно себя осуждать, критиковать за что-то. У меня вот раньше было вот года 2-3 назад такое, что я себя как бы не любила свою внешность. Мне не нравилось, то вот у меня нос такой, то вот у меня цвет лица не такой, что у меня это не нравится, то не нравится. Однажды, вот был день такой, что мне казалось в зеркале, что я некрасивая. Меня так колбасило весь день, что я даже маму довела этим. Она на меня психанула. Потом я как-то сижу, и меня прям накрыло так, и тут раз как будто со дна подняли, так же нельзя. Этот инсайт меня там в голове ударило, как будто током ударило. И вот после этого я красавица, я люблю себя, я самая прекрасная. У меня отношение к себе поменялось.
Я и по сей день, это, знаете, видимо, была какая-то сущность, и она заставляла так себя, ну, себя вот так вот, типа, ты некрасивая, ты страшная, ты такая, и я потом... Кто звонит, я сейчас заблокирую, не звоните, пожалуйста. Как бы, я потом посмотрела на себя в зеркало, красивая девушка, красивые черты лица, стройная, изящная, вот я начала про себя так говорить. Потому что вот эта вся самокритика, да, была еще с колледжа, и она по сей день продолжалась, пока я не прошла марафон. Я как бы себя полюбила. Вот. Еще был недавний вот инсайт, зачем ты находишься там, где тебе плохо. Это касаемо было отношений. Потому что я вот хотела вернуться к бывшему человеку. Но я хотела писать. Но я писать не стала, потому что я уже подумала, мне было плохо в этих отношениях, меня там как бы вампирили. И я такая подумала, зачем тебе находиться там, где тебе было плохо? И меня отпустило. Типа, зачем мне это нужно? Еще был такой инсайт с долгами. Вот. Я проходила одну чистку, и у меня такое, ты же сама все это делаешь. Ты же сама. Все. А потом у меня раз такое, все. Это как бы, знаете, вот после марафонов чисток ваши аруактары, вот эти высшие силы, которые вас курируют, которые вас, ну, где-то направляют, они дают вам инсайты, дают вам ответы, и вы можете взять ответственность за свою жизнь и выйти из состояния жертвы. Вот. И, да, и любовь можно встретить, да. Это был, получается, кармический человек, вот с кем я встречалась, значит, так нужно было. И мне такое дали, что, чтобы я выбирала себя, чтобы я любила, выбирала себя, а не подстраивалась под кого-то. Потому что если подстраиваться под кого-то, ты будешь ломать себя, у тебя плохое самочувствие, ты вот начнешь как бы в депрессию впадать. А лучше уже выбрать себя и жить спокойно. Типа не быть на поводу у кого-то. Да, ну, правильно. И, кстати, в работе тоже. Вот после марафона изобилия вот я получила повышение. Я сдала аттестацию на повышение зарплаты. Это, получается, кто у нас долго работает, да, они получают, кто-то опытный получает ставку, а я эксперт, потому что я уже где-то 4 года работаю, 5 лет будет, получается. И у меня ставка эксперта идет, она получается, выше, чем опытный. Потому что опытный от года, а эксперт это 2-3 года идет. Вот. Я получила повышение, плюс должность получила менеджера. Я пока заменяющий. Когда менеджеры уходят другие на выходные, я заменяю их. И еще на второй работе мне повысили вот тогда зарплату. Вот. Это такие изменения крутые, ваша жизнь меняется. Это, знаете, вот мама у меня вышла на работу, потому что я вот раньше, после прошлогоднего марафона, у меня мама вышла на работу, я тянула все на себе сама. Я маму обеспечила, себя обеспечила, тоже на 2 работах работала, квартиру оплачивала. А сейчас я для себя могу. Вот. И понимаете, вот тогда, в прошлом году я проходила марафон, как я полюбила себя, такое ощущение, как будто моя ветка реальности поменялась, и это ощущалось. И вот когда я что-то, допустим, приходит какой-то инсайт, я прям уже дрожь в ногах чувствую, вот прям ощущается это, что это, да, это правильно, это как оно должно быть. Это благодарю вас, Симханы, за все. Знаете, это просто такой подарок от Вселенной, что мы встретили вас. Сначала мама к вам пришла, потом мне тоже интересно стало. Когда у меня мама первый марафон прошла, я заметила, она говорит, что ушли панические атаки. Это была та сущность, которая все это вызывала. Потому что я до этого, помню, постоянно срывалась с работы и ездила домой. Она перестала пить эти сердечные блокаторы, которые пила раньше. Это же из-за панических атак она их пила. Я заметила, что она прям такой доброй стала, она такая добрая была, такая прям вообще. Я, когда марафон проходила, тоже прям вообще летала. У меня как будто бы реальность менялась, мне как будто бы танцевать хотелось. Как будто бы так поднимались сверху вниз, снизу вверх, точнее. Я сколько раз просила показать, помню, на марафоне, крылья показывали. Я еще как-то на чистке просила показать свою душу. Мне показали девушку, она такая светловолосая, у нее веснушки, голубые глаза, и она похожа на меня. Я еще такая подумала, такая красотка. Вообще это не описать словами. Это ты, радуешься внутри. У тебя поднимается настроение, ты чувствуешь, как все это очищается. И аруактары, когда ты проходишь марафон, убирает все лишнее, которое мешает вашему развитию. Да, бывают моменты, когда идет чистка, вас иногда может штормить, колбасить Состояние может, хорошее настроение, плохое настроение. Это сущности из вас выходят. Некоторые не хотят выходить, и они сопротивляются, и тем самым влияют на ваше психологическое состояние. Это такое тоже может быть. Если я помню, на марафоне меня тянуло поплакать. У меня были моменты такие. Изменения крутые вообще. Я заметила вообще это так... Сколько вы с нами? 1,5 года? Получается, нет, не 1,5, 2 года уже. 2 года, да? За 2 года у нее жизнь поменялась. Она повысила самооценку, полюбила себя, вышла из состояния жертвы. Она спасатель была, потому что обеспечивала себя, маму и братишку, да? Да, я... Спасатель же. Спасатель, да. Я была спасателем, иногда психологом, иногда в состоянии жертвы я была, да, это когда все плохо, а потом такая, а что плохо?
бери себя в руки, давай, действуй, бери контроль над своей жизнью, ты уже взрослый человек. А еще самое главное, вот я заметила, что на работе я как-то, вот вчера такое заметила, что я как бы по-другому смотрю на людей. Вот они как бы общаются друг с другом, улыбаются, но по-любому что-то думают или обсуждают. Я же не знаю, но почему-то я что-то такое почувствовала от них. Потому что, как вот раньше у меня было такое мышление, думала, вот, да, вот если улыбаются, значит добрые, значит ко мне отношения хорошие, вот. А по-любому, что где-то что-то обсуждают. Это все равно присутствует. Я такая думаю, нет, что-то смотрю, думаю, ага, значит, все равно что-то есть. Если я это ощущаю, это чувствую, это вижу, значит, что-то есть. Вот. Это вот как будто бы ясно чувствование, что ли, вот такое. Ну вот я как бы энергии ощущаю, некоторые могу ощущать, видеть могу тоже. Вот. Но я этого, знаете, как бы не боюсь уже. Вот тогда вот я помню, марафон был, зимой я проходила у вас тоже, вот, в прошлом году, да. Ох, там я закрываю глаза, ух, они лезли вот эти вот всякие эти. Меня немножко подпугивали, конечно, такая, нет, все. Я тоже, когда проходила ченнелинг, помню, я читала от черной магии вот это вот был. Ну, вот. И я чувствовала, короче, я спала, и кто-то бегал по кровати. Я думала, это кошка. А потом оказалось, у меня же в доме нет кошек. И сзади как будто бы кто-то стоял, что-то начитывал. Вот. Но это, получается, от эгрегора черной магии освобождение было. Вот. И я поняла, что не нужно говорить вот эти вот «я устал», вот эти вот «я то, сё». Надо вот всегда, чтобы улучшить свое состояние, говорить вот, ну, у меня все хорошо, да, вот, все хорошо и будет еще лучше, вот так вот. У меня много денег. Вот. Еще я, когда была в день, когда я выходила менеджером, вот у меня еще одна новость, пришла проверка. Инспектор пришел, я думала, все, капец, я испугалась, и, получается, эта проверка вышла на 100 баллов. Мою первую смену, моя первая проверка вышла на 100 баллов. Я такая думала, ух ты, что-то вот как вот, ну так вот, потому что изменения, вот когда идут к вам, они не прям сразу сваливаются на вас, происходят в один день, нет, на это нужно время. Вот, может быть такое, что вас колбасит, это нормально, потому что я уже это поняла, потом становится легче, происходят изменения, и ты начинаешь это понимать. Вот. И, кстати, вот даже я заметила, что, допустим, мне вот что-то нужно, я вот что-то хочу, и я не знаю, где найти ответ. И этот ответ может даже в постах в ТикТоке выйти. Ну, в ТикТоке, в Инстаграме, или вот, ну, как я говорила, мысленно может прийти. Я вот тоже такое заметила. Ну, как бы начинаешь, знаете, как считывать пространство. Вот. Задаешь вопрос, и приходит ответ. Как-то так. Вот бывает такое, что приходят мысли, да, о бывшем молодом человеке, но я сразу такая думаю, ну, нет, все, хватит. Вот так вот думать, все, хватит. Пора подумать о себе, пора менять свою жизнь. Думать о себе в первую очередь. Ну, там, братишка, мама, получается, их тоже, конечно, я думаю о них, тоже их люблю, вот так вот. Сейчас вот братик со мной, пока я его домой не отвезу, с ним не поеду.